Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Его планы на вас. Что он там думает, что планирует и как он будет действовать. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что же ты там планируешь, как будешь действовать? И давайте посмотрим. Я надеюсь, вы все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы, вот твоим рукам, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, Да, планы грандиозные, и действия будут не менее грандиозные. Вы знаете, мои хорошие, его напрягает то, что происходит между вами. Что-то не клеится, что-то не ладится, что-то не получается в данный момент. Вот есть между вами чувства, есть эмоции, между вами даже дорожка на любовь есть, но вы друг от друга почему-то отвернулись. Либо доверия нет, либо есть факторы, да, которые не позволяют вам вот в моменте здесь и сейчас договориться, быть вместе, любить друг друга и наслаждаться жизнью вдвоем. У мужчины на эту ситуацию свой взгляд, и он разнится с вашим. Вы ждете от мужчины более ярких проявлений, вы ждете действий, чтобы доказал, чтобы показал. Да ладно доказывать, показывать, просто хотя бы делай шаги. И пусть эти шаги будут уверены. Вы ему до конца не доверяете. У вас очень много вопросов относительно его чувств, относительно его намерений и относительно его планов на жизнь, на будущее. Понять этого мужчину практически невозможно. И это так и есть по той причине, что он и сам себя до конца не понимает. Бесспорно, этот мужчина вас любит. Бесспорно, этот мужчина видит будущее с вами. Но будущее на своих условиях. Каковыми есть эти условия? Полный контроль над вами и над вашей жизнью. Ему хочется, знаете, бросить сеть. И чтобы вы в эту сеть попали. Чтобы он знал все. Как живете, чем живете, с кем общаетесь, о чем думаете, о чем мечтаете. Вот ему нужно это. И это все происходит из-за его неуверенности в себе. Есть у него слабые места, есть у него ахиллесова пята, и причем не одна. Он бережно хранит эти тайны. Он мечтает о том, чтобы его какое-то прошлое, либо какие-то его комплексы, страхи просто в один момент исчезли и испарились. Чтобы вы никогда не узнали о том, где он был неправ, либо какой на самом деле, скажем так, немужественный человек. Ну, это я мягко говорю. Не хочу бросать тень на вашего любимого человека, но я думаю, что вы это тоже чувствуете. Знаете, девчонки, неправильный подход у него. У вас не клеится из-за его неправильного подхода. Будь он на 5% более смелый, более активный и решительный, все бы поменялось. Я вижу, что у вас буквально вот в каком-то обозримом ближайшем будущем будет с ним конфликт. Конфликт достаточно такой, знаете, средней тяжести, назовем его так. Больших взрывов я здесь не вижу, расхода, разбега я тоже не вижу. Какой-то конфликт будет. На какой почве? Скорее всего, на какой-то бытовой почве произойдет конфликт. И после этого конфликта мужчина уйдет в себя, уйдет на какой-то продолжительный срок, там от 2 дней до недельки, может быть, дней на 10 уйдет. И это важно. Вот именно в этот период он будет полностью переосмыслять все, что происходит. Я вижу, что вы как-то по-другому себя поведете, не так, как обычно, не так, как он привык. Он вас знает.
Он готов к любым вашим проявлениям. Он знает, как на это реагировать. Он знает, что нужно там дать время, либо там вы выскажетесь, выговоритесь, а потом все будет как и прежде. А вот в этот момент что-то пойдет не так. Пойдет не так, потому что вы устали. Устали от этой бесконечной гонки по кругу. Вот неуверенность, да, неуверенность, она хуже, чем событие, да, даже если оно негативное. Вот, подумает, почешет свою репку и надумает. Надумает он следующую вещь. Действовать и действовать активно. Он будет вам предлагать то, о чем вы даже никогда не мечтали. Здесь не только шаги с его стороны, да он побежит в вашу сторону. Побежит, причем с оголделым взглядом, с какими-то невероятными, фантастическими предложениями, если вы с ним не в браке. Он будет говорить: все, вот как хочешь, да, идем там завтра в ЗАГС. Если невозможно, идем там венчаемся. Какие-то клятвы делаем друг другу. Вот прям будет предлагать все и сразу. Вы мужчину не узнаете. А почему? А потому что, во-первых, любит. Во-вторых, наконец-таки дойдет, что был неправ. И такой метод, такой подход к вам, он абсолютно деструктивный. И в-третьих, страх потерять вас. Что-то вы ему такое скажете, либо тональность вашего высказывания напугает, очень напугает этого мужчину. И, мои хорошие, вот это будет переломный момент. Да, ваш мужчина в один день не поменяется, и это в принципе невозможно. Но с другой стороны, пойдут положительные сдвиги. Он будет стараться, он будет работать. И здесь очень важно, чтобы вы ему помогали. Помогали, адаптировали, подсказывали, не ругали, не шельмили, а вот именно помогали. Давайте ему подсказки, протягивайте ему руку, говорите, что хотите, что нравится, что не нравится. Только спокойненько это все говорите. Ваше будущее, оно здесь прорисовалось, оно возможно. И у большинства из вас оно будет. Но это будущее вы должны создавать вдвоем, опираясь на чувства, эмоции и желания друг друга. Только в таком формате. Его планы на сегодняшний день, это просто какой-то театр абсурда, по-другому не скажешь. Я не считаю нужным даже это все озвучивать. Это глупо, это несправедливо по отношению к вам. И, в принципе, это все не исполнится. Пусть это останется на его совести. Придет время, он с холодком будет вспоминать о том, что он там себе думал и мечтал. Но это будут уже события прошлых дней, да? Его воспоминания, вот эти планы. Так, что важно знать сейчас? Во-первых, нужно знать, что ваши отношения, они кармические. Вы не просто так встретились, не просто вас друг к другу так сильно тянет, не просто так вам сложно друг от друга, например, там, отлучиться, да, там, несколько часов уже мысли, где, что, как, где он, а будет ли что, как-то тревога присутствует. Это нормально, отношения кармические, они всегда такими и бывают. Отношения сами по себе непростые. Вы, знаете, вы встретились на почве даже не любви и не дружбы, а на почве, знаете, вот какой-то сердечной тоски, тревоги и одиночества. Что вы были одиноки, что он был одинок. И ваши души, они просто притянулись вот магнитиком. На самом деле у вас очень много общего. Очень много общего. Но жизнь и мир вы видите по-разному. Вот вам очень важно будет друг друга проникнуть вот в этот взгляд, в это восприятие, в это понимание. На этом вы будете сближаться. У вас огромный, глубокий, невероятный внутренний мир. И у него точно такой же. Когда вы постараетесь друг друга изучить, вы будете очень приятно удивлены, насколько вы схожи и насколько ваши взгляды совпадают вот по основным каким-то вот критериям. Да, подход разный, но взгляды, в принципе, желания, стремления, они похожи. Мои хорошие, загадали вы непростую ситуацию. Если вопрос вообще был: сойдемся мы, не сойдемся, конечно же, вы сойдетесь, съедетесь, не съедетесь, съедетесь. Дайте этому мужчине время. У вас все решится, где-то в течение, давайте так, да, у кого-то 20, у кого-то 30 дней. Вот чтобы вы уже договорились точно, на все 100%. И дальше уже выстраивали свои отношения. Это будет. Но только лишь
идите навстречу. Я понимаю, что вы устали, я понимаю, что так отношения выстраивать и тяжело, и практически невозможно, но все поменяется. Один спор, да, либо какой-то один разговор, он все поменяет. В голове у мужчины все поменяется. Восприятие, отношения и, конечно же, его действия поменяются. Там уже он будет не действовать, да, там, опосредованно, не будет там продумывать каждый свой шаг и смотреть на вашу реакцию. Он просто будет идти напролом. Страх потерять вас, страх лишиться счастья в жизни, ну, сделай чудо, да, по-другому тут и не скажешь. Наберитесь терпения, девчонки, знайте, что все возможно и все у вас еще впереди, именно конкретно с этим человеком. Критический период в ваших отношениях, он заканчивается, ну и начинается новая страничка. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.